Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, хочет ли он быть с вами, будет ли он с вами. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и на себя обязательно загадайте, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Будет высшие силы, вот моими руками, откроем то, что сейчас у нас скрыто. Да, я желаю слышать и узнать. Так, интересненькая информация вышла. Так неожиданно. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая, но раз вы на нее попали, здесь явно есть для вас важная информация. Мне мужчину показывают с перевязанной судьбой. Знаете, как будто бы узел завязали на его дороге жизни, на его судьбе узел завязали. И он как неприкаянный, понимаете, ни туда, ни сюда. Шаг вперед, шаг назад. Вот как с одной точки он как перейти не может. Вот стоит на месте, прям врос и ничего сделать не может. Но обычно такое бывает, когда на мужчину приворот делали. У него очень хорошие эмоции и чувства в вашу сторону. Но у него как будто бы не хватает, как сил получается, да, сил сделать какой-то решающий шаг. Например, кто-то загадал на мужчину, с кем вы давно вместе, да, вместе там встречаетесь, общаетесь, даже, может быть, проживаете вместе. Но он решающего шага, например, там, законный брак, там, завести ребенка, он не делает. У других отыграется, что мужчина не свободен. И вроде и с той женщиной он особо не живет, да и к вам перейти тоже не может, да, вот этот решающий шаг не может сделать. Кого-то отыграется, мужчина прям очень боится, как будто бы свою свободу потерять. У третьих отыграется, мужчина весь там в сомнениях каких-то, да, вроде как и любит, но и тут же эти сомнения волной его накрывают, и все. Он как в ракушку закрывается и в молчанку уходит, в себя уходит. Видите, огромный узел на его линии судьбы, на его жизни, да, перевязали ему жизнь. Очень похоже на приворот. Причем, это старый приворот. Старый, очень старый. Если этот мужчина женат, то жена его к себе привязала приворотом. И если мужчина был женат, то бывшая привязала. Но если мужчина не был женат, то женщина, с которой он в последний встречался, общался, может быть, даже сожительствовал. Но вот как сделали на него, сделали. И вот этот приворот ему всю жизнь и портит. И, кстати, к дурным наклонностям мужчину толкает. То есть мужчина может агрессивить, мужчина может выпивать, мужчина может там в азарт впадать. То есть какие-то вот как негативные последствия идут. Понятно, что все мужчины разные, у каждого по-своему отыграется. Но вот четко показали узел. Узел есть. Причем узел очень большой. Такой узел так просто не распутать. Приворот, видно, очень сильный был. Либо как-то так он сработал, что он этому мужчине везде все перерубил, да, вот как счастье лишил. Счастья и радости в жизни. От чего обычно человек счастье и радость получает? От любви, от семьи, опять же, когда дела у него успешны. А у этого мужчины как вот везде ему пусто идет. Пусто. И вроде как способен он на большее, на лучшее, а вот сил, да, этот узел лишил его сил, и он не может ничего сделать. Он бороться не может, понимаете? Вот в чем проблема. Хочет ли он быть с вами? Да, конечно, хочет. Он об этом мечтает. Вы его любимая девочка. Вы у него только в глазах.
Других женщин нет у него в глазах. Вас он любит, а вас грезит. Будет ли он с вами? Ну, пока этот узел вот лежит тут у него мертвым грузом на линии судьбы, то, скорее всего, нет, девочки. Вы меня извините, но вот как-то так идет информация. Здесь нужно разбираться с этим узлом. Нужно распутывать, либо разрубать и мужика спасать. А как по-другому? Как по-другому? Вот всегда говорю, нет добра в этих приворотах, нет добра в магии. Это ж от лукавого все. Оно же только все портит. Портит, понимаете? Ну нельзя. Вообще люди, на которых сделан приворот, они вообще долго не живут. Они очень трагично оканчивают свою жизнь. Там всякие несчастные случаи. Вы ведь, наверное, видели, да? Молодые совсем ребята там погибают во всяких драматических ситуациях, которые, ну, прям совсем кажутся абсурдными. Опять же, какие-то болезни в раннем возрасте возникают, и человек, да, мужчина просто миг сгорает от этих болезней. Но вот это все привороты, они так работают. Не приносят они счастья ни тому, кто сделал приворот, ни тому, кого приворожили. Наоборот, разрушаются жизни, судьбы. Еще грех какой. Это же, понимаете, не просто так все. Ну вот, извините, но вижу, что ему поделали. Сейчас еще карты возьму, посмотрим, что тут ему делали. Хотя вижу, что его прошлая женщина это делала. Чем-то она его приворожила. Если еще и на кровь делала, то это прям совсем плохо. Не хочу, конечно, вас расстраивать, но прям не нравится мне этот узел. И не нравится мне состояние вашего мужчины. Кстати, вот все его неприятности в жизни, они из-за этого приворота с ним происходят. Вот. Судьба у него сама по себе светлая, счастливая, добрый мужчина. Многого в жизни должен был достигнуть. Но из-за этого вот узла, видите, все у него в тартарары полетело и летит дальше. Да, но тут женщина, видите, она хотела его любой ценой привязать, любой ценой с ним корни пустить, да, в одно гнездо с ним сесть. Вот поэтому она приворот на него и сделала. По глупости, глупая, вот глупая, по-другому и не скажешь. Видно, он не готов был там к семье, может быть, там парил по небу, да, как этот гордый орел. Может быть, он ей так и сказал, что я не готов. А она такая думает, ага, сейчас я тебе сделаю, сразу захочешь. Но он был ей не по судьбе, а она ему была не по судьбе. Она и себе, и ему жизнь сломала, а на себя еще большой грех повесила. И он, как эта башня, один-одинокий, и она, как башня, один-одинокий. Но, опять же, крест тяжелый несет. Оба удачи лишились и счастья лишились. А мужчина, как я вам сказала, да, по судьбе должен быть очень счастливый, удачливый, такой, знаете, вот прям в лучах солнца. А она ему все испортила. Я вот спросила, можно ли снять? Можно снять. Видите, похоронить можно. Но на это время уйдет. Либо там долгий будет у вас процесс снятия этого всего. Да, бывает. Бывает. Жаль, конечно, но надо, девочки, тогда бороться. Вы вот сейчас вы все разные, да, в разных стадиях отношений. Вы себя честно спросите, готовы ли вы бороться за этого мужчину, готовы ли вы ему помогать, готовы ли вы его спасать. Если скажете себе «да», тогда беритесь, помогайте, спасайте. Тут и отмолить человека можно, но при условии, что вы его действительно любите. И если вы понимаете, что не в таких вы прям уж тесных взаимоотношениях, что не настолько он вам, там, например, дорог, у вас там другие вариантики есть, ну тогда лучше, конечно, девчонки, в другую сторону посмотреть. Ну, говорю как есть, вы уж меня не судите, говорю как есть. Здесь только та, кто любит, сможет спасти, по-настоящему любит.
без страха и упрека. А если вы просто симпатию испытываете, тогда лучше не связывайтесь с ним. Не связывайтесь. Это очень пагубное дело, очень тяжелое привороты снимать. Особенно такие вот застарелые. Да, здесь нужно несколько раз подумать. Видите, здесь меч в землю. Почти по рукоятку вот так всадили. Это в него этот меч всадили. Вот вам нужно этот меч достать и вот так перевернуть. Это будет ваша победа. А пока видите, как проигрыш. Вроде и хочет, и готов, и любит вас, но этот приворот не позволяет ему двинуться, какие-то серьезные поступки совершить. И опять же, в жизни у него очень много неприятностей. И они как снежный ком, все больше и больше копятся, и все на его голову падают. Ну и, соответственно, на вашу, если вы рядом находитесь. Потому что, да, он распространяет этот негатив от себя из-за этого приворота. А вас, кстати, показывают очень красивой и сильной женщиной. У вас принципы есть, у вас какие-то свои правила в жизни есть. На него вы не сразу обратили внимание, либо он вас долго добивался, ну, либо вы вообще как-то от него подальше держались. Да. Кстати, помимо него еще какие-то мужчины у вас были, есть, возможно, да, на примете кто-то есть, рядышком кто-то крутится, любовь свою предлагает. То есть у вас вариантов много на самом деле. Вы очень интересная женщина, очень красивая женщина. Такая, как вы, никогда одна не останется. Но и сердце у вас очень доброе. Знаете, возможно, даже вот эта любовь, которая между вами вспыхнула, ну, с вашей стороны, это даже не любовь, а как вы его пожалели. Наверное, почувствовали, что он такой несчастный, привороженный, да, присушенный, и прям пожалели, жалко вам его стало. И вот на почве этого любовь возникла. Вы ведь всегда чувствовали, что с ним что-то не так. Вот ловили себя на мысли, может быть, и сны вам какие-то необычные снились. Вроде все хорошо, но что-то не так. А вот объяснить себе не могли, что не так. Либо вы догадывались, что у него приворот, на нем приворот. Да, кто-то из девчонок прям догадывался. Такие мысли приходили вам в голову. Ну, ангелы вам шептали. Да, есть такое. Та, кто это сделала, она сама сейчас очень сильно несчастная. Но не снимет то, что сделала. Не сможет, просто не сможет. Мужчина, да, он, скорее всего, такие вещи не верит. Да, там привороты всякие. Просто считает, что вот он какой-то неудачливый, невезучий. На что-то другое списывает, что вот не везет мне по жизни. На самом деле это приворот. И только вы одна, да, что-то подозревали, чувствовали. Ну, что сказать, бороться за него нужно. Здесь не все так просто. Здесь троек много вышло. Тройки, может быть, показывают на период времени, да, 3 периода времени, там, 3 месяца, допустим, а может даже и 3 года, да, вся эта борьба займет. А может быть, вам еще нужно каких-то людей найти, да, через людей, других людей найти, которые вам помогут снять этот приворот. То есть и так можно трактовать. Но вы себя честно спросите, хотите ли вы за него бороться? И уже от своего ответа дальше отталкиваетесь. Если этот приворот с него снять, мужчина просто до неузнаваемости поменяется. У него даже выражение лица поменяется, выражение глаз поменяется. Даже цвет кожи может измениться, понимаете? Он очень сильно поменяется. В лучшую сторону, девочки, не в худшую, в лучшую поменяется, если снять. Ну и, конечно, у вас все быстро с ним наладится. Вот то, что сейчас у вас не ладится, после того, как снять приворот, все очень быстро у вас прям срастется. Вы как единое целое станете. И еще такую вещь вам скажу. Он любит только вас.
Только вас он по-настоящему смог полюбить. Ни одну другую женщину, так как вас, он никогда любить не сможет. Просто он как однолюб не идет. Хоть и женщины могут у него, там, могли быть и могут быть в будущем, если вы от него откажетесь, но любить он будет только вас. Такая информация пришла. Но вижу, что вам нужно подумать. Надо подумать и принять какое-то решение, потому что ключ от этой всей ситуации, он именно, видите, в ваших руках. Либо только вы можете до него дотянуться. Так мне говорят. Мои хорошие, ну, извините за такую отсыпку, но вот что идет, то я вам и говорю. Мужчина любит, мужчина вас хочет, с вами хочет, да, дальше жизнь свою выстраивать. Но вот этот узел, он не позволяет. И пока вот этот узел присутствует, ну, вы будете на одном месте с ним топтаться. И опять же от него этот негативчик брать. Думайте, решайте и отталкивайтесь от своего решения. Как-то так идет. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.